Новых учителей ждут сельские школы Башкортостана. При этом республика готова поддержать их финансово. Обсудим детально программу «Земский учитель» вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня вместе с нами Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Башкортостана. Ильдар Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, «Земский учитель». С 10 января начался прием документов от соискателей. В чем преимущество этой программы, что она дает и какой пакет документов необходим? Во-первых, стоит начать с того, что в принципе программа «Земский учитель» начала работать уже в 2020 году. Прошлый год мы полноценно отработали по этой программе. Основная цель этой программы – это ликвидация дефицита педагогических кадров именно в малых населенных пунктах, в сельских школах республики, а также в малых городах с населением до 50 тысяч человек. Ну, естественно, и повышение качества образования в таких школах. Причем программа нацелена на ликвидацию дефицита именно по самым востребованным специальностям. Ну и в целом сказать, что очень хорошая программа, которая позволяет нам достаточно эффективно работать с учительскими и педагогическими кадрами в республике. 2020 год мы отработали, 2021 год действительно с 10 января мы начали прием документов. Он осуществляется до 15 апреля. Достаточно очень простые условия. Мы до 31 декабря утвердили перечень тех вакансий, на которые будет распространяться программа «Земский учитель». Их в этом году 48. Основные это учителя математики, учителя иностранных языков, учителя русского языка, учителя химии, физики и также начальных классов. До 15 апреля претендент, соответственно, подает к нашему региональному оператору в Институт развития образования республики заявление, прилагает туда копии документов об образовании, копии своих правоустанавливающих документов, копии документов о повышении квалификации. Да, в общем, перечень этот установлен. Есть он на нашем сайте Министерства образования, на сайте регионального оператора, в соответствующих разделах «Земский учитель». Ну и также вся информация необходимо размещена на федеральном портале, который сейчас создан, действует. Можно там достаточно подробно ознакомиться со всеми условиями zemteacher.edu.ru. Ну и, соответственно, условия очень четко прописаны. Любой желающий с определенными условиями, да, которые являются обязательными. Это, во-первых, возраст до 50 лет включительно на дату подачи документов. Это наличие среднего профессионального или высшего образования, и чтобы претендент отвечал установленным квалификационным требованиям. Это готовность претендента в случае объявления его победителем отработать в этой сельской школе не менее 5 лет. Финансовая поддержка, в чем она заключается? Какие здесь условия сотрудничества? В случае, если претендент объявляется победителем, заключает трудовой договор с работодателем, со школой, мы заключаем соответствующий трехсторонний договор, то есть Министерство образования и науки, сельский учитель по программе «Земский учитель» и работодатель школа. И до 1 декабря мы ему выплачиваем выплату в размере 1 миллиона рублей. То есть ровно 1 миллион рублей получает наш сельский учитель по программе «Земский учитель». Эта выплата не подлежит налогообложению, то есть в чистом виде 1 миллион рублей. А как можно его потратить? Вот именно эти условия, они не оговариваются. То есть сельский учитель может потратить его абсолютно на любые цели. На покупку жилья, на приобретение каких-то там, да, других материальных ценностей, на учебу и так далее, и так далее. В общем, конкретные условия не обговариваются, поэтому по свободному волеизъявлению, желанию учителя абсолютно в любых целях. Практика 2020 года, когда программа «Земский учитель» только заработала, что показал, какие выводы можно сделать, да и насколько удалось закрыть дефицит преподавательского состава? В прошлом году по программе «Земский учитель» нам удалось привлечь 55 специалистов. 55 школ, соответственно, получили новых специалистов именно по востребованным специальностам. Это 22 учителя математики, 17 учителей иностранных языков и по 4 там, да, пониже спускающиеся учителей физики, химии. И, соответственно, можно сделать вывод, что, учитывая, что программа действовала первый год, учитывая не самую, наверное, простую обстановку в целом по стране, да, и это ковид, это и пандемия, это и нерабочие дни, прием документов мы осуществляли в летний период, в отличие от этого года, поскольку программа начала действовать, скажем, тогда чуть позже, пока мы утверждали постановление, порядок соответствующий, определяли оператора, определяли работу комиссии, принимали документы летом. Интерес определенный был, конкурсная ситуация практически на все вакансии была, то есть 2, ну где-то в каких-то случаях даже и более претендентов на каждую вакансию у нас были.
был соответствующий конкурсный отбор. Мы специально соответствующим постановлением, своим постановлением правительства республики утвердили дополнительные критерии. То есть возникает ситуация, когда на одну вакансию подается 2 и более претендентов. Соответственно, возникает конкурсная ситуация, и мы должны определить, кто из них по этой программе пройдет. Мы установили дополнительные критерии, помимо основных критериев, возрастных, наличия квалификационных категорий, требованиям. Дополнительные критерии, как таковые. Например, наличие первой квалификационной категории, высшей квалификационной категории, наличие ученой степени, наличие семьи и детей, готовность переехать из города в село, наличие непрерывного стажа педагогической работы. Дополнительный критерий такой интересный, как, допустим, претендент является уроженцем того села, в котором сейчас есть соответствующая вакансия по программе «Земский учитель». А такие случаи были, да? И такие случаи тоже были. И, например, Баймакский район можно привести в пример. Достаточно хорошо отработал по программе «Земский учитель». За эти дополнительные критерии конкурсная комиссия начисляет баллы от 1 до 5. Соответственно, затем формируется рейтинг, формируется список, и претендент, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем конкурсного отбора, и ему предоставляется право участвовать в этой программе. Интересной особенностью этой программы является то, что мы претендентам даем возможность, после того, как направили извещение о том, что он стал победителем, выехать на будущее место работы и определиться, да, с условиями. То есть элементарно познакомиться с директором школы, познакомиться с коллективом, посмотреть свое рабочее место, посмотреть те условия, которые есть в этом населенном пункте, и затем уже дать свое окончательное согласие о том, что да, меня все устраивает, я готов участвовать в этой программе, я готов заключить с вами договор. Максимально комфортные условия? Максимально комфортные, очень хорошо, достаточно подробно прописаны. И, честно говоря, очень программа такая, знаете, очень подробная. Сроки, условия, очень простые и понятные правила игры, которые, мне кажется, понятны всем. Но в любом случае мы готовы консультировать, и мы постоянно Вот, кстати, да, про консультации. Какие рекомендации вы можете дать соискателям, те, кто будет до 15 апреля подавать, готовить свой пакет документов? Во-первых, необходимо ознакомиться с теми условиями, которые есть. То есть зайти на сайт Министерства образования и науки, там соответствующий раздел создан, называется он «Земский учитель», посмотреть соответствующие постановления правительства республики, достаточно простые, прописаны, да, перечень документов, которые необходим, и подать их либо в электронном виде, либо, соответственно, в бумажном виде к нашему региональному оператору в Институт развития образования республики. В принципе, на этом все. Дальше главное соблюдение сроков, до 15 апреля включительно. Остальное – это работа комиссии. Дальше работает комиссия, определяет соответствующих претендентов, определяет рейтингование, направляет ему извещение, мы с ним связываемся и начинаем с ним работать. Ильдар Маратович, у нас в республике есть тоже проект «Сельский педагог». Каковы условия здесь? Сельский педагог, во-первых, интересно, что сельский педагог, в принципе, он начал работать еще до утверждения программы «Земский учитель». Ради Фаритович поручил нам такую меру поддержки разработать. В 2019 году в Республике Башкортостан уже реализована эта программа. 100 учителей приняли участие и стали обладателями гранта главы Республики Башкортостан и получили 600 тысяч рублей. В принципе, здесь условия следующие. То есть здесь основной целью является закрепление молодого специалиста в школе, находящейся на селе, либо в малых городах республики. Если земский учитель направлен в первую очередь на привлечение новых специалистов на вакансию, то программа «Сельский педагог» направлена на то, чтобы закрепить молодых специалистов, которые уже работают в сельской школе, на его рабочем месте. Возраст тоже отличается, потому что здесь возраст по нашей программе республиканской до 35 лет включительно. Остальные условия, в принципе, они схожие. То есть такой же конкурсный отбор, критерии, дополнительные критерии и рейтингование наших претендентов. Мы еще успеваем с вами обсудить региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как в этом году он проходит, какие есть нюансы? Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на территории республики 12 января. Начался он традиционно по иностранным языкам, по французскому языку. Вот сегодня начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Естественно, региональный этап проходит с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, которая складывается в стране. Мы, в отличие от предыдущих лет, разделили Республику Башкортостан на 9 зон, для того, чтобы уменьшить скопление участников, наших олимпиадников, в пункте проведения олимпиады. То есть ребята приезжают в свой пункт проведения олимпиады. Здесь мы провели аналогию с пунктом проведения экзаменов на ЕГЭ.
проходит соответствующую термометрию, допускается к участию в Олимпиаде, решают соответствующие задачи и затем возвращаются домой. Мы не собираем их в одном месте, как это было раньше, и обеспечиваем их безопасность, потому что наша основная цель в этом году – это обеспечить их здоровье, безопасность, ну и объективность и честность, естественно, никто не отменял. Это обязательно видеонаблюдение, мы предусмотрели это. Как и раньше, это общественные наблюдатели, корпус работы наших сотрудников Министерства образования и науки Республики, наших региональных операторов. Центр развития талантов «Аврора» в этом году курирует это направление. Мы очень надеемся на то, что мы достойно сможем выступить уже на заключительном этапе, федеральном заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В этом году, кстати, рекордное количество ребят, почти 3500 участников регионального этапа. И это очень значимый результат и большие надежды на то, что значимое количество наших ребят уже уедут на федеральный этап. А вообще какие преимущества получают победители Олимпиады вот этой? Если говорить о заключительном этапе, то есть региональный этап Всероссийской олимпиады школьников является пропуском для ребенка для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры заключительного этапа, во-первых, получают преимущество при поступлении в высшее учебное заведение нашей страны. Во-вторых, Ради Фаритовичем Хабировым подписан указ главы Республики Башкортостан, и 2018 года мы выплачиваем победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады премии в размере 60 тысяч призерам и 100 тысяч победителям. Кроме того, их учителя, которые готовили их к Олимпиаде, получают аналогичные выплаты. Поэтому достаточно хорошая мера поощрения. Такие заманчивые предложения, что по программе «Земский учитель», что по проекту «Сельский педагог», ну и что по региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Спасибо большое, Ильдар Маратович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире главного телеканала Республики был первый заместитель министра образования и науки Башкортостана Ильдар Мавлетбердин, и мы говорили о программе «Земский учитель».